за год и 4 месяца на якутских лошадях пройдено более 11 тысяч километров, пересечено 17 регионов страны. Такие цифры этим летом, после завершения экстремального конного перехода от полюса холода до Белокаменной, сообщил главный герой, потомственный коневод Дугуйдан Винокуров. Он совершил этот переход вместе с зятем Мичилом Неустроевым и сыном Дарханом. О самом нашумевшем, ставшем известным на весь мир экстремальном переходе, а еще о выносливости якутских лошадей сегодня рассказывают в фотоработах. Выставка проходит в Московском доме национальностей. Посмотрим на экспозицию и мы с вами. Все у Айсены Бурнашовой. В октябре, например, выпадает снег, потом дождь и возникает корка. Шалости погоды, перепады температур, жгучий мороз или же, наоборот, изнуряющая жара. Эти прелести и еще более 11 тысяч километров отделяли путешественников от полюса холода до Москвы. Самые яркие моменты маршрута, 14 месяцев пути, уместились в 30 фоторабот. Ну а вот здесь вот, это наша Алтан Сергея, медная коновязь, находится в таком интересном месте, которое называется Вишхатын и Березы. Расставленные по хронологии фотографии вовлекают зрителя в регион за регионом, словно погружая в это экстремальное путешествие. На кадрах неповторимые моменты жизни. Так выставку открывает фото со старта маршрута с памятной надписью «5 марта 2021 года. Село Ичугей Аймеконского улуса». А затем прослеживается путь Дугуйдана и Мичила до Новосибирска. Именно этот отрезок они прошли вместе. Затем была Тюменская область, Башкортостан и Татарстан. Дугуйдан пересек в одиночку. Написано было на фотографии, что самый вкусный корм для коней – это зеленая трава в Тюменской области. Это край болот, край лесов, здесь много воды, здесь много живности, здесь трудолюбивые люди, и, оказывается, и трава тоже вкусная. И вот зритель уже в Казани, когда к главному герою присоединился его сын Дархан. Радость их встречи также изображена на фото. Кстати, этот, казалось бы, маленький, но уже не по годам взрослый и сильный парень преодолел вместе с отцом путь из Татарстана до Москвы верхом на лошади, а это целых 700 километров по шумным трассам. Я уже примерно представлял, какой путь надо пройти от Якутска, даже от Аймякона до Татарстана, но увидев карту маршрута, как они перемещали, я еще больше удивился. Говоря вот о маршруте нить, хочется сказать о том, как эта нить, она не просто нить, наверное, это даже цепь, которая нас всех еще и объединила. Уже 30 июля Винокуровы и их лошади Хастах и Хонгор стали хедлайнерами московского эсэха. Коневоды завершили путешествие с триумфом и доказали, якутские лошади самые выносливые. Экспозиция, посвященная конному переходу, продлится в Московском доме национальностей до середины октября. Это уникальный переход, он первый, подобных переходов не было. Я знаю, что еще в XIX веке был конный переход из Якутии, он завершился в Санкт-Петербурге, тогда в столице Российской империи, поэтому тот переход, о котором мы сейчас говорим, который завершился в Москве, это уникальный, не имеющий в своей истории аналогов. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.